Здравствуйте, ребята! На этом уроке мы познакомимся с вокальной музыкой известного австрийского композитора Франца Шуберта. Как и на многих композиторов того времени, на Шуберта оказала влияние итальянская культура. И об этом мы будем говорить на этом уроке. Франц Петер Шуберт родился в Австрии в 1797 году. Писать музыку юный композитор начал с 13 лет, и уже в 18 лет к нему пришел первый успех. Это произошло после того, как он сочинил балладу «Лесной царь» на стихи немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте. Слово «баллада» упоминается в рукописях XIII века, и применялось оно к танцевальным песням. Сейчас балладой называют лирическую поэзию с повествовательным сюжетом на легендарную историческую, сказочную или бытовую тему, а также вокальное или инструментальное произведение с аналогичным сюжетом. Родоначальником вокальных баллад считали Франца Шуберта после написания баллады «Лесной царь». Шуберт стал автором нового, но для своего времени типа песен и способствовал распространению песенного жанра в Европе. Это были небольшие сюжетные сцены с ведущим мелодическим началом и аккомпанементом, который комментировал или иллюстрировал смысл текста. «Лесной царь» – это яркий пример вокального творчества композитора. Ритмичный аккомпанемент фортепиано имитирует цокот лошадиных копыт, создает ощущение быстрой скачки, передает напряженное состояние всадника. Аккомпанемент – это сопровождение к сольной партии или к основной теме музыкального произведения. Творческое наследие композитора охватывает различные жанры – симфонии, камерно-инструментальное произведение, фортепианные сонаты, мессы, произведения для хора и песни. Благодаря Шуберту песня впервые стала равноправной среди других жанров музыкального искусства. Наиболее известны два песенных цикла Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». В песне «Шарманщик» Шуберт также использовал принцип имитации звукоподражания игре на шарманке. Безысходностью и отчаянно наполнена эта музыка. Уныло повторяющиеся мотивы шарманки сопровождают тоскливую простую мелодию. Известно, что Италия была источником вдохновения творческих людей. Их впечатляла итальянская культура, памятники и картины, музыка и мастерство исполнительства. Там зародился стиль вокального исполнения, отличающийся легкостью, изяществом и певучестью бельканто, что в переводе с итальянского означает «прекрасное пение». Образцом такой музыки в творчестве Шуберта служит еще удивительное вокальное произведение «Аве Мария». Это произведение так полюбилось публике, в том числе благодаря блистательным вокалистам, его исполнявшим. Одним из них был Лучано Паваротти, выдающийся итальянский певец XX века. Страна Верди, Вивальди и Паганини вдохновляли и русских композиторов Михаила Ивановича Глинку, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова. Неизгладимое впечатление произвела Италия и на Михаила Ивановича Глинку. В 1832 году он написал романс «Венецианская ночь». Николай Андреевич Римский-Корсаков отразил свои воспоминания о солнечном Италии в опере «Садко» в песне «Веденецкого гостя». «Веденецкого» означает «венецианского», «гостя из Венеции». Песни играют значительную роль в музыкальной культуре. Они бывают народные и авторские, исторические и лирические, эстрадные и детские. Разнообразие не счесть, ведь в песне можно назвать любое вокальное произведение с текстом. Песня – это наиболее распространенный жанр вокальной музыки, а также обозначение поэтического произведения, предназначенного для пения.
Шедевры вокальных произведений мы можем по достоинству оценить благодаря звукозаписям выдающихся мировых исполнителей – итальянцев Энрико Карузо и Марио Дель Монако, Марии Каллас, отечественных певиц Елены Образцовой и Ирины Архиповой. Итак, ребята, на этом уроке мы познакомились с композитором Францем Шубертом, в чем в творчестве значительное место занимала вокальная музыка.